Как говорил Владимир Маяковский, слово «полководец человечьей силы». Благодаря этому инструменту вот уже на протяжении многих лет печатным изданиям удается сохранять доверие своих читателей, не раствориться в потоке информации. Вот одна из главных задач газеты «Ингушетия». В эпоху, когда каждый второй страдает синдромом вечной спешки, именно говорящий заголовок привлекает читателя, а грамотный и интересный текст позволяет удержать внимание, объясняет корреспондент с 20-летним стажем Павел Цароев. Наша газета живет. Это вот когда стали распространяться видеосалоны, все говорили, кинотеатры уйдут в небытие, больше никто не будет смотреть. Ну, как видим, и кинотеатры процветают и живут, несмотря на все эти процессы. Тут также и наша газета. Люди все равно хотят, чтобы напечатали в газете. Первый номер газеты «Ингушетия» вышел в свет в 1993-м. Таким образом, «Ингушетия» стала первым официальным печатным изданием республики. За это время редакция получила немало благодарственных писем, медалей и наград. В такой трудолюбивый и дружный коллектив около года назад окунулась Элиза Арсамакова, один из самых молодых сотрудников. Она мечтала стать журналистом еще с детства. Корреспондент всегда в центре событий. Он выезжает, он узнает новое, он делится с людьми, получает опыт, мнение. Это все развивает тебя как личность. Я думаю, даже человек, которому не особо была интересна журналистика, но интересно узнавать что-то новое, он должен найти для себя вот что-то такое важное в этой профессии. Я думаю, очень многим интересно. То есть корреспондент может писать о политике, о культуре, в экономике. То есть проявлять какую-то свою индивидуальность. Вот, поэтому нашей молодежи это будет интересно. В редакции понимают, традиционные печатные СМИ все больше отступают под натиском современных электронных изданий. Чтобы не отступать, газета с 2015 года работает не только с бумажными носителями. Сетевые издания, я согласен с тем, что их надо развивать, мы их активно развиваем сегодня. Но стоит отрубить интернет, грубо говоря, и мы потеряем доступ ко всем ресурсам. А печатные издания, они были, есть и будут. Несмотря на век высоких технологий, печатные СМИ до сих пор востребованы. В прошлом году в газете полностью обновили всю продукцию. Каждый выпускаемый номер имеет уникальный дизайн, согласно актуальной повестке. Уникальность в том, что любой человек, который интересуется историей своего региона, он может, на самом деле, начиная от первого номера, в нашем случае это от 24 апреля 1993 года, тогда вышел первый номер газеты «Ингушетия», он может, на самом деле, отследить историю становления своего региона. И в этом и есть уникальность, и роль печатных изданий, она неоценима. В ногу со временем идет и газета со столетней историей Сердало. В арсенале редакции более 20 рубрик: политика, спорт, культура, образование. Печатники стараются охватить все, что происходит в регионе. Эта задача остается неизменной со дня создания. Первый номер вышел еще в мае 1923 года. Ее основателями по праву считаются Заурбек Мальсагов и Тимбот Беков, которые приложили немало усилий, чтобы сохранить издание. Неудивительно, что оно является одним из старейших и авторитетных на юге страны. Сама газета 16-полосная, 8 цветных. Мы постарались, чтобы наша газета была на уровне. Мы по этому поводу выезжали, были выезды, где непосредственно оценивалась именно работа, именно верстка. Да? И в нашем случае мы были первыми, даже по СКФО, потому что насколько специалист сказал, что не добавить, также и не убрать. Настолько мы попали в цель. За эти годы Сердало выпустила в свет более 20 тысяч номеров, но сейчас это не просто редакция, а издательский дом, в котором помимо самой газеты выпускаются журналы «Села Ат», «Литературная Ингушетия» и «Наши лица». За плечами главного редактора последней уже 30-летний стаж. Говорит, в издательском доме много задач. Он в основном занимается версткой. У нас есть сайт газеты «Сердало», который на 2 языках выходит. Есть сайт журнала «Села Ат», который только на ингушском языке выходит. То есть слежу за ним и
Я имею в виду развитие в цифровом плане. То есть сегодня такое время, что надо участвовать в поисковых системах, постоянно быть на плаву, во всех площадках должны быть заявлены. То есть конкуренция очень большая. День российской печати связан с исторической датой, началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года в России по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Это еще один повод сказать спасибо людям, которые, не жалея сил и времени, работают, чтобы каждый житель нашей страны получил качественную информацию первым. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магас 24.